городе Перми проходит конгресс этнологов и антропологов России. Собственно, в рамках этого мероприятия мы решили, почему бы не провести Дни Ингушетии в Перми. И, соответственно, эта инициатива была поддержана дирекцией нашего института. Мы решили, что было бы неплохо представить национальное войлочное ремесло, которое было, собственно, реконструировано буквально в последние несколько лет в Ингушетии, и привезти сюда войлочные ковры, которые в народе называют истинги. Дело в том, что последние годы в Ингушетии возрос интерес исторического наследия, особенно по части материальной культуры, и эта часть представлена у нас очень богатым музыкальным содержанием. Вот на данной экспозиции представлено несколько музыкальных инструментов. Это так называемый дахчинпантр, очень был распространен на Кавказе в целом и в Ингушетии в частности. Он имеет разное свое, так скажем, исполнение визуальное, но часто встречается вот как вот такой вот смычковый инструмент. Хочется выделить вот такой замечательный музыкальный инструмент. Да, вот у нас он представлен в таком альбоме. Сразу подчеркну, что значительную работу, которую сделали в предыдущий период историко-географическое общество Дзырдуки, это выпустили вот такой двухтомник. Он называется «Музыкальный атлас Ингушетии». Здесь у нас представлен первый том, и там в коллекции литературы и книг мы видим второй. Здесь речь идет о тоже реконструированном музыкальном инструменте, который является рабочим. Вот здесь мы видим с вами современное исполнение, то есть это реконструированная работа, значит, по ремеслу. Дальше мы с вами проходим в ту часть, где у нас будет как раз представлены те самые раритетные истинги. Их мы привезли из Казахстана, но они были изготовлены еще в додепортационный период. Приблизительная датировка, я думаю, что временного промежутка достигает более 100 лет. Дальше следующая часть нашей экспозиции представлена элементами, которые мы относим к материальной культуре, собственно, такого повседневного быта. Ну, назовем это так условно поднос чан-бубоки, в котором размещались какие-нибудь предметы. Он относится к позднему средневековью. И здесь мы также видим с вами несколько кувшинов. Это находки, которые были сделаны, значит, буквально в поздний период, сравнительно недавно. И все эти элементы относятся к периоду аланского, значит, присутствия здесь, на Кавказе. Поэтому датировка средневековья. Спасибо музею, организатору этого мероприятия, что вы привели такое выставка, и люди сегодняшний день видят это. Это очень много значит. Больше всего мне впечатлили костюмы и ковры. Про тяжесть, конечно, всех кавказских народов мы тоже знаем, что им пришлось нелегко в свое время. Мы должны знать культуру всех народов, проживающих на территории Российской Федерации. Патриотично, по-моему.